Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мы выезжаем в Санкт-Петербург, потому что там проходит впервые праздник Гербер. И этот человек силком меня везет с собой, он отобрал мой паспорт, потому что я до последнего упирался, не хотел ехать, но уже стою на вокзале и никуда не денешься, придется ехать. Кстати, поезд нас подъезжает по ходу. Да, мы преследуем, кстати, две цели. Первая, естественно, это Гербер в Питере, а вторая — это крутой фестиваль, на котором мы должны были колбасить. Это ВК-фест. Но нас как-то слили по-быстрому, пообещали. Мы решили, что ВК-фест недостоин нас. Но мы все равно на него едем. Ну мы просто посетим, посмотрим, что, как, куда, зачем. Сделаем крутые фотографии, снимем отличнейший блог, который вот сейчас, прямо в эту секунду, начинается. В общем, погнали! Чтобы вот такие, как ты, не ходили по утрам и не будили меня. Я так сладко спал, понимаешь, так сладко. Мне такой сон снился, ты подошел и разбудил меня. До свидания. Всего доброго. Привет, не резиновая. В общем, мы в Москве. У нас буквально есть 2 часа, чтобы перебраться на Ленинградский вокзал. Потом снова 8 часов пути. И встречай Питер. Мы следим с Петькой, особенно я слежу за блогом Трансформатора. Это Дмитрий Портягин, который полгода назад, может даже чуть меньше, начал раскручивать одного интересного предпринимателя, который в дальнейшем запустил бизнес, связанный с курочкой. Так вот, сейчас мы едем в кафе опробовать ту самую курочку, но и вынесем свой вердикт. Петька, хочешь курочку? Ну, я не знаю, это как с Black Star Burger. Посмотрим, посмотрим. Погнали! Москвичи, наверное, спят, время 11 часов. А мы сейчас наведаемся к Ромке в курочку. Посмотрим, что как у него тут. Мы из категории тех людей, которые всегда идут не туда, куда надо. Ромка здесь, сейчас мы ему подарим подарки из Удмуртии. Друзья, всем доброе утро! Сегодня мы присутствуем на озере Долгое, где проходит традиционный удмуртский праздник Гербер. Он проходит впервые, заметьте, друзья, впервые. Мы надеемся, что первый блин не будет комом, будет все очень аутентично, по-удмуртски, и народ, который придет на это торжество, останется довольным и уйдет просто с хорошим настроением. Да, и это настроение будем создавать мы с вами. Мы на ВК-фесте, мы в самом начале, и нам еще дохерище времени ждать, потому что очередь, которая здесь на входе, это капец, это гигантская. Мы думали, по-быстрому зайдем, все отснимем и уйдем. Не тут-то было. Дайте шума! Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста, Питер. Вы крутые! Сейчас хлеб, дальше баста, и у нас
еще есть один день, это завтра, где мы отправимся еще круче. ВКонтакте, когда мы еще начали все заниматься музыкой, ВКонтакте это была, возможно, единственная возможность донесения нашей музыки до наших слушателей. Спасибо, что остаетесь с нами на связи давно, и спасибо всем, кто недавно нас слушает. Низкий поклон, спасибо. Давай, Питер! Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф! А что, так можно было, да? Как настроение, Питер? Вот такой был первый день ВК-феста. Мурашки все еще по коже от выступления Басты. Действительно круто. Это когда мы в первый раз с Петькой на живом концерте. Да, Баста реально крутой, просто весь период выступления просто схватился, вот скажем, за что-то, вот я не знаю за что, и держал до последнего. В общем, красавчик. Добрый день. Мы с Удмуртии, проект «Тектоника». Пришли попробовать, поддержать, ну и подарить наш фирменный удмуртский подарок с музыкой. Поэтому, если вдруг у вас здесь музыка закончится или радио выключится, вы знаете, какую музыку слушать. Хорошо. Но так реально респект. Спасибо. Я здесь вообще постоянно. Другого места моей дислокации сейчас пока нет. Сейчас посмотрим, попробуем, как на вкус, оценим, так скажем. Все готово? Можно супчик взять на первое. Сливочный супчик появился новый с курицей и овощами. Курицу целую, к ней гарнир на выбор и крылья в 2 порции по 10, например. Ты расскажи, вот история, которая на самом деле идет в трансформаторе, она 100% правдивая. То есть, как бы там ничего такого нет, какой-то лакшерной, какой-то обертки. То есть полностью все. Ты решился в один прекрасный момент и поменял жизнь. Слушай, а тебя жена не спрашивает, почему ты 15 лет работаешь курьером? Не курьер, я агент по доставке. Ну, агент по доставке, да. Мне больше нравится вот так в поле работать. Курьер, может, не так это престижно, может, звучит. Вся зарплата, вся белая, нам оплачивают отпуск. Мы застрахованы на 600 тысяч каждый курьер. Ну, не все же должны быть бизнесменами. Не все должны денег много зарабатывать. Правильно? Кто-то должен и другие вещи делать. Может, ума не хватило, не знаю. Слушай, у тебя есть какие-то цели вообще? Что ты работаешь? Как бы ради чего? Очень много людей, которые вообще без... Прикинь, проходит 10 лет, а ты сидишь в Ларгусе в синей форме и везешь очередной заказ. И многих людей сподвигаешь. Я вот этот момент, когда вы сидели в машине, я Пете показываю, говорю, смотри. Все в наших руках. Да, все в наших руках, действительно, что человек может поменяться. У нас, понятно, у нас у всех есть какая-то точка стабильности, и мы не хотим ничего менять, вроде нас все устраивает. И вот это вот видео и для меня стало каким-то таким вулканом, который я уже не могу сидеть на месте. То есть в тебе это будоражит, и понимаешь, что надо что-то делать, надо что-то делать. Если вот человек действительно, у которого было все, то есть у него есть семья, у него есть своя работа, есть определенный заработок, он меняет, но надо добиваться. То есть можно расти, есть куда расти. У человека безграничные возможности. Что он ими не пользуется. Это да. Ну, Ромка загружен, видно загружен. Мы надеемся, что это правда. Так, сейчас нас должны позвать. У нас 12 номер. Морсик вкусный, лимонад ну, чуть-чуть хромает. Сейчас будем пробовать курочку. Приятного аппетита вам. Тебе большое спасибо. Было очень вкусно. Давай развивайся. И я думаю, что твоя франшиза появится у нас в Удмуртии. Будет круто. Ну, нам, по крайней мере, было очень приятно. Невозможно.
Все, давайте. Пока. Спасибо. Всего доброго. Если быть предельно честным по отношению к себе, а без этого раздутого облака и вот этой всей интернет-поддержки, я могу сказать, прямо все выходит на очень хорошую четверку. Ну, давайте не будем забывать, что это, друзья, во-первых, это фастфуд. Насколько он фаст, мы заметили, мы сделали заказ, народу практически не было, и мы прождали, минут 20 мы точно просидели. Поэтому за это четверка, за красные перчатки пятерка, за курочку в кисло-сладком соусе, от меня 4,5, потому что я сладкое не очень люблю. А за супчик пятерочка, за морсик пятерочка. Ну и самое главное за то, что человек, который сам открыл данную точку, а именно курочку, сам Рома, находится здесь. И это правильно, потому что он курирует. Это человек, который должен быть всегда рядом с кухней, всегда, грубо говоря, не отходить от кассы. Потому что человек это лицо, бренд, который раскручивает. Это как вот Петька со мной всегда ходит, чтобы вот и Ктоника всегда со мной. Поэтому приходите, Усачевский рынок, курочка, он вас ждет. Так, ребятки, вот он, парк 300-летия Победы, второй день фестиваля ВК-фест. Мы на площадке. Это хорошо, у нас хорошее настроение. И радует то, что... И радует то, что пока нет таких очередей, мы можем вкусить полностью все, что происходит на этой полянке. В общем, смотрим, наслаждаемся. Будет круто. Все, приходите. Куча площадок, кучу мест, где можно приятно провести время, поучиться чему-то новому, удивиться, насладиться всем этим великолепием. Просто мега масштабно. Я понял, я на Смурфика похож. Коллеги, огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Огромное спасибо Максиму Александровичу, что он до нас доехал. Ну, во-первых, здрасте еще раз. Что касается песен и почему так воспринимают как звезд, мне кажется, только потому, что вы их выбирали, собственно. Продолжаем покорять ВК-фест, второй день в самом разгаре. И сейчас идет лекция с Максимом Фадеевым. Есть уникальная возможность задать ему вопрос, но мы, к сожалению, подошли слишком поздно, и поэтому стоим на отшибе. Но у нас есть для него подарок. Нет, мы подошли вовремя. Просто мы просто отошли назад отдохнуть. Мы устали здесь стоять под палящим солнцем. Максим подзадержался, но у нас есть уникальная возможность сделать ему подарок и подарить наш фирменный общий с вами подарок. Ну что, не рискнем? Кто знает, может, Максим оценит наше творчество и... Наберет Елену Тимиркановой уже завтра. Смотрите, вы ищете возможность попасть к нам, а мы ищем возможность найти вас. Максим, а можно вам диск подарить? Из Удмуртии. Может понравится. Все, счастливо, ребят. Мы это сделали! Второй день фестиваля и второй день мы питаемся вот такой вот едой. Желудок, прости меня, пожалуйста, прости. Приеду домой, я тебя откормлю как следует. Чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы оно не плакало. Так что вот этот вот ребенок решил для себя сделать подарок. Что берешь, Влад, что берешь? Что берешь? Я вот думаю, я сейчас возьму стикеры, носочки, ветровочку, кепочку. Да шучу. Правильно. Правильно. Встречайте, народный артист России Big Russian Boss. Питер, мы рады приветствовать вас на самой хреновой сцене ВК-феста. Если вы здесь, то вас не пустили даже на сцену ТНТ.
Так что привет всем. Я надеюсь, я вижу, что вы все старше 18 лет, чтобы слушать эту музыку. Но на всякий случай я предупреждаю, что... Да, кого я обманываю? Давай первую песню. Спасители русского рэпа! То если не мы... Дайте шуму, Питер! Чтоб я всех боссов спасаю музыку на русском, пока не поздно. Вот она машина, на которой должен ездить сам Пушкин BMW i8. Я думаю, что в ближайшее время, как бы он ни хотел, как бы он ни мечтал о новой Приоре, i8 его сама найдет и сама попадет ему в руки. Ты мне ее купишь? Нет, тебе купят ее наши подписчики. Я надеюсь на вас! Рядышком с нами, пока мы слушаем Дона Диабло, стоит директор Радио Рекорд, это Андрей Резников. Сейчас мы к нему подойдем, пойдем. Большое за рекорд, реально респект большой. И Мурти, наш маленький подарок. Я представляю проект Tectonics. Я у вас пускался в лейбле, выпускаюсь, мы с Зимой вместе работаем, с Филом тоже знакомы. Так что, это от нас такой маленький удмуртский подарок. Я счастлив. Приятно дарить подарки наши удмуртские тем людям, которые вообще никак не понимают ни удмуртского языка, ни вообще не удмуртской культуры, но хоть как-то через наши песни, мне кажется, они послушают, им понравится, и они приедут к нам. Ну или это моя такая маленькая фантазия или мечта. Но все же сбывается. Друзья, все закончилось. Это и радостно, и грустно. Радостно, потому что такого мы еще не видели. И этот фест первый раз, единственный у нас в Петьке, когда мы можем посмотреть, как делаются настоящие фестивали. То, что делаем мы, это, я бы сказал, такой 10% от того, что произошло сегодня здесь. Поэтому для нас это большое грандиозное событие, которое должно повлиять и повлияет на дальнейшие наши фестивали в Удмуртии. Ощущается мощь, ощущается вся могучесть, ощущается сплоченность всего этого фестиваля. Да, действительно и грустно, и радостно. Да, мы действительно для себя подчеркнули очень-очень много полезного. Спасибо, ВК-фест. Вообще спасибо Питер, спасибо всем, кто организовывал Гербер в Санкт-Петербурге. Я знаю, он прошел на первоначальном этапе, да. Может быть и лучше, поэтому вы тоже учитесь. Потому что в следующем году будет еще намного лучше. Как минимум я могу сказать, что в следующем году у нас уже будут вот такие браслеты. Мне они очень понравились, да. У нас будет своя новая атрибутика. Я думаю, что мы сделаем несколько сцен, потому что народ хочет развлечений, хочет разнообразия, поэтому мы будем расширяться, будем увеличиваться, ну и будем просто радоваться вместе с вами. Все, на этом пока, всем спасибо. Мы полетели. Да. Пока.